Это «Актуальное интервью», в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Сегодня Всемирный день архитектуры. Несомненно, облик городов и сел Якутии преображается благодаря труду архитекторов. Стимулировать творческий интерес к профессии и поощрить лучшие реализованные объекты призвана первая премия региона ЭйГЭ. Об этом и не только расскажет гостья в студии. Ирина Алексеева, руководитель управления архитектуры и градостроительства при главе Якутии, главный архитектор Республики Саха-Якутия. Ирина Дмитриевна, здравствуйте. Здравствуйте. С праздником вас. Сегодня отмечается Международный день архитектуры. Что этот день значит для вас, архитекторов? Этот день отмечается во всем мире, именно в профессиональном сообществе, проведением различных мероприятий, которые призваны пропагандировать, рассказывать людям о том, что такое вообще архитектура в жизни каждого человека. Ну и, конечно же, это прежде всего профессиональные площадки в разных странах мира. В России у нас, в Москве вот буквально в эти дни прошел наш ежегодный фестиваль архитектуры «Зодчество». И вот на таких профессиональных площадках поднимаются вопросы актуальные о том, какие тренды сегодня, как дальше развиваться и развивать архитектуру. Но вообще, какое место в строительстве занимает архитектура? Конечно же, любая стройка начинается с проекта. Архитектура — это сфера, которая начинается с планирования городов, сел, любых абсолютно объектов. Далее архитектурное проектирование отдельных объектов, жилой, социальной сферы, других инфраструктурных проектов. И вплоть до малой архитектуры, так называемой, например, где-то уже на стыке дизайна, допустим, интерьеры внутренних помещений. Ну а если говорить вообще, есть ли в архитектуре дефицит кадров? Да, особенно сейчас он очень сильно чувствуется. Всегда архитекторов не хватало. У нас в Якутии всего наш профессиональный союз объединяет всего где-то около 100 человек. И это уже много лет. К сожалению, несмотря на то, что количество архитекторов растет, все равно есть преемственность. Люди уходят, люди приходят. И вот такое где-то около 200 профессиональных архитекторов всего лишь на всю республику работаем. И этого катастрофически мало. Мы работаем в том числе же не только в сфере проектирования, но и в сфере управления. Это, например, главный архитектор в муниципальных районах, в городах и селах республики. Здесь очень большая нехватка специалистов, к сожалению. Какими отраслевыми результатами вы сейчас гордитесь? Прежде всего, это акцент на малой архитектуре, так называемой, на благоустройстве. Последние годы у нас в республике, и в целом по стране, со стартом национального проекта «Жилье и городская среда» стали наконец-то выделяться средства в хорошем объеме, и они уже именно целевые средства на благоустройство. Благодаря этому мы сегодня имеем большое количество общественных пространств. Сейчас в этом году особенно много мы занимаемся благоустройством дворовых территорий. И это, конечно, несомненно, очень интересные проекты, современные, где как раз архитекторы, молодые архитекторы имеют возможность быть реализованными прямо сейчас с листа. Вот именно показать масштаб перемен в городах и селах — такова главная миссия архитектурной премии ЭйГЭ. Как продвигается прием заявок? Ну и напомните, пожалуйста, о номинациях. Во-первых, мы продлили прием заявок до 1 ноября. У нас 10 номинаций по 5 направлениям. Уже сегодня к нам поступило 170 заявок. Мы должны отобрать 100 лучших объектов по 10 номинациям. По 10 в каждой номинации. Значит, 5 направлений. Во-первых, это направление жилые объекты, второе направление социальные объекты. Значит, третья сфера очень серьезная — это благоустройство. Четвертая сфера — интерьеры, как я уже сказала, это дизайн. Не только архитектуру, но и дизайн мы включили в нашу премию. И пятая очень интересная сфера, которая впервые вообще в республике будет представлена, это сфера объектов инфраструктуры и промышленности. Значит, мы разделили эти разделы на две составляющих. Есть объекты, например, финансируемые из бюджетных программ, государственных программ, муниципальных программ, а есть коммерческие объекты, которые финансируются из средств частных собственников. Понятно, что это абсолютно разные подходы, разное качество, разный объем финансирования, поэтому 10 номинаций будут представлены по итогам этой премии, и мы действительно покажем в рамках столетия республики, празднования столетия республики 100 лучших объектов, которые реализованы за последние 5 лет в нашей республике. Расскажите, какие интересные заявки поступили? Очень интересные заявки. Например, есть такая установка вообще, когда
люди говорят про качество архитектуры, про как бы современные тренды, всегда возникает вопрос, а можно ли сделать качественно и интересно в рамках ограниченных бюджетов. Так вот, например, номинация «Жилые дома» по программе «Расселение из ветхого аварийного жилья» сегодня представлены очень интересные проекты, например, в селе Чурапча, в поселке Уснера реализованы жилые дома очень хорошего качества. Вот буквально сегодня я общалась с коллегой, он говорит, слушайте, это же практически элитное жилье, ну, как бы условно. Да, на самом деле, когда мы говорим про архитектуру, это не всегда про деньги. Даже в рамках ограниченных бюджетов можно всегда найти интересные профессиональные инструменты, механизмы создания интересных с точки зрения архитектурного облика объектов, в том числе внутренних планировочных решений, конструктивных решений. Очень много связано именно с экономической эффективностью этих проектов. То есть можно найти дешевле, но интереснее материалы, можно сделать более компактную планировку, можно сделать обеспечение всеми стандартами этих объектов. Очень интересные объекты поступили, например, по разделам дизайна. Потому что если по благоустройству сейчас жители видят очень много общественных пространств, дворовых территорий, мы практически ежедневно открываем эти объекты в республике, то дизайн интерьеров — это немножко закрытая сфера, потому что это же не совсем территория общего пользования. Это какая-то часть людей ходит в рестораны, в кафе, может быть, офисно-деловые интерьеры. Очень много заявок поступило именно по этим номинациям, по дизайну интерьеров, и мы очень благодарны нашим партнерам, дизайнерам, которые активно включены в эту. А когда будут подведены итоги, ну и наградят победителей? Итоги будут подведены 1 ноября. Вот, ну и мы очень надеемся, что где-то к концу ноября, ближе, наверное, к Новому году, мы все-таки сделаем церемонию награждения и вручим наши статуэтки победителям номинаций и определим гран-при. Кстати, гран-при у нас в сумме 10 миллионов рублей получит муниципалитет, то есть город или село, которые покажут именно комплексный подход. Это будет как раз выражаться наличием самого большого номинирования, то есть в разных сферах. Если жилье, благоустройство, социальные объекты, инфраструктурные проекты, это могут быть и дороги, это могут быть, например, даже водоочистные станции. То есть чем больше объектов реализовано в одном населенном пункте, тем больше это характеризует именно комплексность подходов. Еще раз напомните, до какого числа продлился прием заявок, куда обращаться желающим участвовать в конкурсе, ну и могут ли якутяне увидеть эти проекты на этапе, может быть, какого-то отбора? Да, как раз мы сейчас подключили студентов с кафедры архитектуры Инженерно-технического института Северо-Восточного федерального университета, наших студентов-ландшафтников. Они нам помогают оформить эти заявки и разместить их на сайте. Мы хотим сделать шорт-лист, который смогут увидеть не только застройщики, проектировщики, архитекторы, но и все жители. И мы даже готовы сейчас подключить блок голосования за эти объекты. Итоги подведем еще раз 1 ноября. Можно до сих пор подавать заявки до 1 ноября. Это делается открытым способом, путем заявки в наше управление. Предлагаю поговорить уже о готовых работах. Может быть, какие успехи в Якутии есть в архитектуре малых городов, моногородов? Может, расскажите об этом? Да, действительно, вот по малым городам в этом году мы реализовываем 2 проекта. На стадии завершения находится набережная в городе Нюрба. Уже многие жители Вилюйской группы района видят этот объект. Это действительно очень масштабный объект. Еще одно общественное пространство. Плюс к тому, что было реализовано в городе Нюрба, кроме парка, сейчас еще появилась современная набережная. И в городе Покровске мы также в этом году заканчиваем благоустройство бульвара. Это очень серьезный проект, он будет у нас до конца года идти. То есть набережная дополнится еще одним дополнительным участком. Плюс мы синхронизировали по программе «1000 дворов». Там уже сейчас установлено очень интересное современное детское оборудование, которых еще не было у нас в Якутии. И так практически по всем населенным пунктам в рамках проекта «1000 дворов» мы, как я уже сказала, почти ежедневно открываем объекты разного характера. Это дворовые территории, это мини-парки в городах и селах республики. В Якутске 75 дворовых территорий. Ну, также в Якутии активно реализуется программа государственно-частного партнерства. Расскажите об этом, как, может быть, какие-то села могут участвовать в этой программе? Ну, по ГЧП, конечно, это больше крупные объекты. Все мы знаем, что сейчас, например, строятся уникальные объекты в городе Якутске. Это парк будущих поколений, центр эпосов и искусств, которые станут, наверное,
такими знаковыми объектами для республики, для столицы нашей Якутии. Вот. Ну и строительство, например, социальных объектов, таких как школы, детские сады, с использованием механизмов ГЧП, например, сейчас в планах еще дополнительное строительство нескольких школ в городе Якутске и в республике. Вот. Ну и как раз номинация «Социальные объекты» показывает спектр разнообразный вот этих социальных объектов, начиная, например, со школы в Актемцах, суперсовременные, оснащенные полностью не только с точки зрения архитектурного облика, но и оснащение, например, оборудованием школьным. Это школа-сад в селе Актемцы и много других объектов. А арктические районы, реализуются ли какие-то объекты, может быть, в нашей Арктике? Да, действительно, мы, например, в этом году в селе Оленек, это единственный, наверное, арктический поселок, который вот в рамках очень сжатых сроков успел реализовать очень интересный проект благоустройства сквера имени Александра Степановича Иванова. Там установлен памятник авторства Афанасия Афанасьевича Романова, известного нашего якутского скульптора. И очень хороший подъем, такой, знаете, люди с большим, очень активно участвуют вообще в этих проектах, они занимаются озеленением, они участвуют в рейтинговом голосовании. Вот в селе Оленек, когда открывался этот памятник, практически все село вышло с радостью именно отметить это хорошее событие. И таких проектов достаточно много. На следующий год, например, мы планируем площадь матери в поселке Тикси. Вот. И в других арктических районах, конечно же, мы не оставляем без внимания эту зону, потому что это сегодня один из приоритетных вопросов. Ну и в завершении нашей беседы, что бы вы хотели пожелать архитекторам в этот праздничный день? Ну, конечно, я бы хотела, воспользовавшись случаем, поздравить своих коллег, архитекторов с этим профессиональным праздником, пожелать им творческих успехов, реализации всех ваших амбициозных планов. Пусть все проекты будут реализованы. Ирина Дмитриевна, спасибо, что пришли к нам, ответили на наши вопросы. Еще раз поздравляем вас с праздником. Спасибо. Но я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.